О самых заметных событиях вторника вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Жилье на Дальнем Востоке станет доступнее. Президент Владимир Путин внес изменения в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». Озвучим главное. День безопасного интернета отмечается сегодня. Ежечасно на уловки кибермошенников попадают все больше людей. Как обезопасить себя и не попасть в ловушку? В Якутске растет потребность в услугах ассенизаторских машин. Администрация столицы приобрела 2 автомобиля. Покажем возможности новой техники. Фестиваль знаний «Зимний сад» начался в Якутске. В течение нескольких недель в здании Национальной библиотеки посетители смогут увидеть просветительские стенды о выдающихся ученых. На Всероссийском боксерском форуме в Серпухове презентована книга нашего коллеги, спортивного журналиста Родиона Кривогорницына. 2-томное издание получило высокую оценку специалистов бокса. Президент Владимир Путин своим поручением внес изменения в программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». В том числе поручил распространить ее на льготных условиях без ограничений по возрасту и семейному положению на участников спецоперации. Глава республики Айсен Николаев отметил, что возможность приобрести свое жилье – это огромная помощь военнослужащим. Также в рамках поручения отменили требования о наличии стажа работы по специальности для педагогических работников и работников медицинских организаций при получении ипотечного кредита. Ранее необходимо было проработать по специальности в Арктике или на Дальнем Востоке как минимум 5 лет. Компания «Алмаза Анабара» выявила и поставила на государственный баланс запасы рассыпного золота на 2 участках недр Буроску, Унгуахтах и Хаптасыннах-2. Суммарные запасы превышают 785 килограммов золота. Отмечается, что по параметре временных разведочных кондиций запасы золота прошли государственную экспертизу и утверждены протоколом Якутнедр. В ближайшее время на рассыпном месторождении ручей Хаптасыннах геологи и горняки приступят к проведению разведочных работ и опытно-промышленной разработки россыпи. Следующим этапом станет доизучение месторождения в процессе его отработки. День безопасного интернета отмечается сегодня. Ежечасно на уловки кибермошенников попадают все больше людей. Как обезопасить себя и не попасть в статистику, расскажет Вероника Таюрская. МВД Якутии сообщает, что в 2023 году зафиксировано 2206 преступлений в сфере дистанционного мошенничества, а также 713 случаев неправомерного списания денежных средств с банковских карт. Порядка 900 миллионов рублей было списано мошенниками в минувшем году. За январь 2024 года было совершено 126 противоправных действий в отношении граждан, и киберпреступники завладели денежными средствами 67 раз. Статистика показывает, что преступным посягательством дистанционных аферистов могут быть граждане от 30 до 49 лет. Это по статистике Управления уголовного розыска. А так, если в общем взять, то люди всех возрастов, работающие по найму, кредитоспособные граждане могут попадаться на такие уловки. В прошлом году отмечался рост количества дистанционных преступлений. На территории республики по итогам 2023 года на 23% зарегистрирован рост преступлений, связанных с дистанционным хищением средств граждан. Как показывает статистика, практически каждое совершенное 4-е преступление относится к этой категории. Наибольшее количество таких преступлений совершается в крупных городах и районах республики. Это города Якутск, Нерюнгри, Мирный, Удачный, Алданский, Ленский, Хангаласский районы. Чтобы обезопасить себя, стоит придерживаться простых правил. Создайте сложный пароль. Не оставляйте свои аккаунты на чужих устройствах. Позаботьтесь о безопасном режиме для ребенка. Не разглашайте конфиденциальные сведения. Почта – не лучшее место для хранения отсканированных документов. Игнорируйте подозрительные письма.
Не переходите по неизвестным ссылкам. Не скачивайте подозрительные приложения. Черный список создан для подозрительных пользователей. Используйте для платежей в сети отдельную карту. Минимизируйте покупки через социальные сети. Сообщения о фактах дистанционного мошенничества полицию продолжает поступать. Так, например, в полицию Неренгринского района обратилась жительница Неренгринского района. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Ее ввели в заблуждение, то, что ее дочь попала в аварию, и под предлогом того, что она виновна в совершении дорожно-транспортного происшествия, вынудили передать прибывшему курьеру 400 тысяч рублей. Женщина, поверив, передала указанную сумму и в итоге лишилась накопленных средств. Злоумышленники разрабатывают все новые схемы обмана. Но при соблюдении элементарных мер предосторожности вы сможете защитить свои денежные средства и личную информацию. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутск. Инспекторы ГИМС провели рейд в ледовом парке «Северное сияние» в 202-м микрорайоне Якутска. В парке отдыха мастера создали ледяные и снежные скульптуры на произвольные темы. Также горожан ждут знаменитые горки, ледяные чаши, лабиринты, а также катание на бананах и мотоснегоходах. В данное время идут подготовительные работы для открытия парка. Каждый день на площадке трудятся 5 бригад в количестве 20 рабочих. Открытие ледового парка планируют 14 февраля. Перед открытием ледового городка ежегодно инспекторы центра ГИМС выезжают для устранения недостатков по безопасности на водных объектах. Также проводим профилактические беседы с работниками ледового городка и выезда техники по толщине льда по обеспечению безопасности людей и гостей нашей республики. В последнее время в Якутске и пригороде увеличилось число частых домов с септиками, в связи с чем выросла потребность в услугах ассенизаторских машин. Администрация столицы приобрела 2 автомобиля на базе «Шакман», предназначенные для вакуумной очистки выгребных ям и канализационных колодцев, а также транспортировки и выгрузки в местах утилизации жидких отходов. Технику увидела Даяна Федорова. Новые ассенизаторские машины имеют систему климат-контроля, 4 камеры кругового обзора, которые показывают слепые зоны автотранспорта при движении. Цистерна машины вмещает в себя 17 кубов жидких бытовых отходов, при том, что вакуумная техника на базе КАМАЗ вмещает в себя около 12. Объем перевозимого груза практически в 2 раза больше. То есть это на что влияет? Влияет на экономическую сторону, то есть расходуется меньше горюче-смазочных материалов, да, и на обслуживание техники. То есть техника новая и китайского производства. На сегодняшний день запчасти все имеются. Всего приобретено 10 машин на базе «Шакман», 4 из которых уже приступили к работе. Владимир Балаев работает водителем ассенизаторской машины порядка 2 лет. Именно он одним из первых проверил новую машину. Я выехал первый день на ней 31 декабря, пока там привыкал, туда-сюда. К каждой технике надо привыкнуть. Габариты. В целом нормально. Были, нюансы там по этому. В морозы, то надо было утеплить, это по нашим якутским морозам любую технику надо утеплять. Всего в автопарке жилкомсервиса 22 единицы техники. Ежедневно они охватывают более 200 септиков не только столицы, но и Табаги. Механик жилкомсервиса также оценил новую технику. Старая техника, она все-таки у нас морозы хорошие, зимы у нас крепкие. Техника ломается чуть-чуть больше, чем новая. Новая техника 2 зимы уже показала себя хорошо. 12-кубовые КАМАЗы. «Шакманы» приехали. В этом году зимой эксплуатируем вообще хорошо. Даже и состояние машины, и комфорт в машине тоже хороший. Слив жидких бытовых отходов на территории Якутска осуществляют в 2 специализированных станциях водоканала. Одна находится в Мархе, вторая в ДСК. В дальнейшем планируют открытие еще дополнительных подобных станций в округах и пригородах. Что касается с незаконным сливом, в этом направлении работа ведется, она ведется постоянно. Так, за прошлый год было неоднократно выявлено такой слив
и вместе с сотрудниками ГИБДД выявлялись нарушители, их автомобили ставились на штрафную стоянку. В этом году эта работа будет продолжена. Отметим, новые ассенизаторские машины на базе «Шахмана» в текущем году планируют перевести на газовое оборудование. Окружной администрацией программа обновления транспорта для муниципальных предприятий будет продолжена. Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В более чем 280 помещениях на избирательных участках Якутии установят видеонаблюдение для контроля за ходом голосования на выборах президента России. В каждом помещении установят по 2 камеры. Согласно требованиям Центра избиркома, в поле зрения видеокамер должны быть урны для голосования и места, где идет перемещение бюллетеней из урн и сейф-пакетов, а также сейф, где хранятся избирательные бюллетени. Кроме этого, в республике оборудовано 612 резервных избирательных помещений. 64 специальных электронных комплекса обработки избирательных бюллетеней будут установлены на участках для голосования в Якутске. Тем временем избирательная кампания по выборам президента России вступила в активную фазу. Для председателей территориальных избирательных комиссий проходит семинар-совещания в Якутске. Председателей территориальных избиркомов учат пользоваться системой Информ-УИК. Эта система будет использоваться для информационной кампании на выборах президента. Создано специальное мобильное приложение. Об этом ранее сообщила глава Центра избиркома России Элла Памфилова. Мы буквально через пару недель, буквально через 10 дней уже начнем масштабный проект Информ-УИК. Это наши члены избирательной комиссии, 2600 человек. Пойдут по избирателям и будут информировать их о предстоящих выборах, которые пройдут у нас в течение 3 дней голосования. Органы службы занятости населения по Якутии помогают демобилизованным бойцам и их родственникам в поиске работы. В этом году более 400 работодателей планируют взять на работу 817 участников спецоперации и членов их семей. На начало года в службу занятости населения обратились 96 участников СВО. Из них трудоустроены 41 человек. Кроме этого, из обратившихся 183 членов семей делом заняты 118 человек. Также в рамках трудоустройства военнослужащие и их родственники могут пройти дополнительное и профессиональное обучение. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 39 человек. По таким профессиям, как водитель погрузчика, машинисты бульдозера, крана, экскаватора, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, сантехники и переподготовка водителей из категории Б на С, Д, Е. 6 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела. Более 2500 выпускников школ столицы республики подали заявление на участие в ЕГЭ в текущем году. Кроме того, к сдаче ОГЭ готовятся почти 5000 выпускников 9 классов. Накануне руководители школ Якутска обсудили вопросы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в этом году. На основе анализа итогов ЕГЭ и ОГЭ прошлого года начальник управления образования Якутска Мария Петрова выделила приоритетные задачи по созданию условий для успешной сдачи экзаменов и повышения качества итоговой аттестации. Ну а в Ленском районе торжественно закрыли год педагога и наставника. Во время мероприятия работникам образования, учителям, воспитателям и руководителям дошкольных учреждений и школ вручили 100 наград. Подробности у Светланы Балеевой. Закрытие года педагога и наставника состоялось в Доме культуры «Юность». В мероприятии приняли участие официальные лица. Глава района, депутат Илтумен, глава города и начальник районного управления образования. Первым педагогов поздравил глава района Александр Черепанов. В своем выступлении он отметил, что год был насыщенным на различные события. Весь этот период работа руководства была направлена на создание комфортных условий труда для учителей. Она будет продолжена и дальше. Действительно было показано и сделано в прошлом году достаточно много. Я надеюсь, районное управление образования на системной основе продолжит эту же поддержку наших педагогов, наших воспитателей. У нас в районе достаточно много креативных молодых людей. И отдельно хотелось бы поблагодарить наших ветеранов, которые своим опытом, своим наставничеством дают возможность нашим молодым педагогам осваиваться, в том числе здесь, в нашем Ленском районе.
Изумира Корнилова, начальник районного управления образования, отметила, что в год педагога и наставника действительно было реализовано много проектов, направленных на поддержку учителей и повышение престижа этой профессии. Среди них конкурсы, форумы, слет педагогов, выезды на повышение квалификации и обмен опытом. Введены новые формы поддержки. Это и поддержка детей, это и поддержка педагогов, это и поддержка наших стажистов, которые ушли на пенсию по старости. Это очень большая поддержка со стороны муниципалитета. Так, 27 пенсионеров у нас получили в зависимости от стажа либо трехкратный размер среднемесячной заработной платы, либо шестикратный. Педагогом года стала учитель информатики 3-й городской школы Галина Журба, воспитателем года Елена Карелина из поселка Витим. Важных достижений в год педагога и наставника произошло очень много. У нас все 100% учеников 11 классов получили аттестаты. То есть это тоже как бы благодарность педагогу, наставнику. У нас есть достижения во Всероссийской олимпиаде школьников. Это очень, наверное, самая главная олимпиада в жизни школы и обучающихся. Это достижение Акимовой Ольги, ученицы 4-й школы, которая стала призером Всероссийской олимпиады школьников. Год педагога и наставника в Ленском районе стал важным этапом в развитии системы образования. Он показал, что наши учителя – это высокопрофессиональные специалисты, которые вкладывают душу в свою работу и любят детей. Благодаря их усилиям формируется новое поколение, которое будет определять будущее Ленского района. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Якутском музее истории и культуры народов Севера презентовали выставку одного из выдающихся кинематографистов республики Николая Сантаева. Мероприятие приурочено к 85-летию со дня рождения документалиста. Сама выставка организована совместно с Национальным центром аудиовизуального наследия республики. На счету Николая Марковича более 2 десятков фильмов о Якутии, таких как «Утро алмазного края», «От Лены до Волги» и многие другие. Также на выставке представлены документы, награды, фотографии семейного архива и, самое главное, кинокамеры, фотоаппараты и материалы документальных фильмов Николая Сантаева. В нашем архиве Национального центра аудиовизуального наследия имеется фонд Николая Сантаева, который насчитывает порядка более 180 единиц хранения. Очень много материалов интересных, начиная с 70-х, даже 60-х годов. Так очень. И этот фонд является очень востребованным. Но студенты, аспиранты, ученые, которые изучают историю края, они пользуются этими материалами. Фестиваль знаний «Зимний сад» начался в Якутске. В течение нескольких недель в здании Национальной библиотеки посетители смогут увидеть просветительские стенды выдающихся ученых, принять участие в интерактивных викторинах, а также посетить мастер-классы экологической направленности. Подробнее расскажет мой коллега Петр Васильев. Нейрокартины, этноботаника и вопросы охраны окружающей среды. Такие темы фестиваль затрагивает в этом году, и, как отмечают организаторы, его основная миссия не только в том, чтобы люди посетили его, а еще и узнали что-то о природе родного края и смогли тоньше прочувствовать и понять, что даже один человек сможет внести существенный вклад в ее сохранение. Выбрали, видимо, локацию такую, как бы она центрально вот расположена, да, очень удобно географически. Поэтому с этой выставкой, с фестивалем может ознакомиться достаточно большое количество людей. Сарданы на фоне «Звездной ночи» Ван Гога и новые детали в работах Врубеля и других можно увидеть на конкурсе нейросетевой живописи. Сам конкурс проходит параллельно выставке. Называется «Магия флоры. Ненаписанной картины великих художников». Картины отличает узнаваемый стиль любого известного автора. А в каждой работе представлены один или несколько элементов флоры. Порядка 30 известных работ представлены здесь сегодня в стенах Национальной библиотеки и дополнены искусственным интеллектом. Это полотна как российских, так и зарубежных авторов. Поэтому вполне реально почувствовать себя главным экспонатом не только на выставке Ван Гога, но даже и Мане, и Дали. Центральное место занимает выставка «Ботаническая иллюстрация» Талины Ефимовой. Она представила графические работы, написанные акварелью, гуашью, цветными карандашами. Жизнь и профессия художницы тесно связаны с природой. Поэтому герои картин – известные растения Якутии. Прострел скалистый, лилия пенсильванская и ирис щетинистый. Подснежники, их называют прострел. На самом деле подснежник – это неправильное название, это народное название – это прострелы.
Также в программе «Зимнего сада-2024» будут представлены просветительские стенды о выдающихся ученых и названных в их честь растений. Стенды об этно-ботанических знаниях якутского народа, интерактивные викторины и познавательные видеоматериалы, интересные мастер-классы экологической направленности. Принято считать, что когда снег лежит, ботанические сады ничего не делают. Сидят там, чаек попивают, книжки читают или статьи пишут. Но мы хотим показать, что мы все равно работаем, продолжаем. И одна из основных направлений нашей деятельности, нашего ботанического сада Северо-Восточного федерального университета, это, конечно же, просветительская деятельность среди широких слоев населения. И вот этот вот фестиваль – это как результат этой работы. Кроме того, у нас здесь еще представлен большой пласт материала про исследователей Якутии и названных в их честь растений. Фестиваль знаний продлится до 21 февраля. Все мероприятия абсолютно бесплатные. Петр Васильев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Якутский фильм режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» обсудит в передаче Первого канала «Закрытый показ» с Александром Гордоном. Об этом в соцсетях сообщил кинопродюсер Дмитрий Шадрин, который также принял участие в эфире. В передаче также приняли участие исполнитель главной роли фильма Александр Чичахов, бывший министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, руководитель Сахафильма Алексей Егоров, актриса Нергуяна Шадрина. Напомним, что 26 января картина Любови Борисовой вышла в прокат по России. Фильм повествует о жизни первого якутского художника Ивана Попова и его друге Степане Бересекове, который периодически впадает в летаргический сон. Военно-патриотический клуб «Беркут» Дерюнгринского района ежегодно принимает участие в тематических конкурсах и грантах. На полученные средства объединение приобретает новое оборудование для разнообразия своей активной досуговой деятельности. Продолжит Екатерина Павлова. 3 отряда по 30 человек. Столько сегодня воспитанников у военно-патриотического клуба «Беркут». Это девушки и парни от 11 лет и старше. Клуб непрерывно организовывает различные мероприятия, направленные на самореализацию участников объединения. 17-летний Кирилл вступил в ряды юноармейцев 2 года назад. До 7 класса решил, что хочу свою связать жизнь с военной деятельностью. Начал разбираться, как вообще начать. Есть же кадетские корпуса, но возраст мне уже не позволял. Поэтому я узнал, что существует такое всероссийское объединение «Юнармия». Поэтому сразу же сюда вступил, начал развиваться, идти к своей поставленной цели. Я уже являюсь младшим инструктором, имею звание, я поэтому обучаю в какой-то степени новобранцев, веду строевую подготовку. Также недавно у нас появилось введение, это разбивание на факультеты. Я провожу факультет штурмовой подготовки, так как в дальнейшем решаю стать десантником. Поэтому обучаю ребят штурмовым, так скажем, качествам, как вести бой. В принципе, и полностью занимаемся патриотической деятельностью и развиваем ее в других школах и вообще, в принципе, среди молодежи. Инструкторы и воспитанники «Беркута» давно мечтали о собственном лазертаге, где можно было бы на практике отрабатывать тактику и стратегию ведения боя, проводить соревнования и патриотические игры. Мы участвовали 4 года подряд. 4 раза. И вот на 4-й раз мы все-таки выиграли. То есть не сдавались, боролись до последнего. На базе нашего клуба мы открыли улучшенную арбалетную секцию, страйкбольную секцию. Но вот лазертака еще не было. И если страйкбол и лук это больше для взрослых, да, там 13-14 лет, то лазертаг предназначен для всех детей. Как секция для занятий, лазертаг выбран по ряду преимуществ. Интересен школьникам, особенно любящим сетевые игры, безопасен и не требует защитного снаряжения. И в командной работе в игре в лазертаг клуб продолжит развивать патриотизм и товарищество. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Далее о спорте. Глава Якутии Айсан Николаев в рамках рабочей командировки в Москву встретился с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым. Темами обсуждения стало развитие бокса в регионе, организация спортивных мероприятий в республике, в первую очередь 8-х игр «Дети Азии», которые пройдут в Якутске этим летом. Также рассмотрена возможность организации в столице Якутии центра бокса на базе одного из имеющихся детских оздоровительных лагерей. Все люди начали друг другу скидывать с Африки, ребята. Мы обсудили создание там такого лагеря детского, спортивного, оздоровительного, чтобы и те люди, которые хотят свое здоровье даже поправить, могли приехать, родители детей. Потому что такой лагерь уже аналог есть. Мы вот в Московской области Серпухове уже строим, уже скоро его сдадим. Ажиотаж большой, и я обратился, чтобы в Якутии сделать такой же.
А на 4-м Всероссийском боксерском форуме в Серпухове презентована книга нашего коллеги, спортивного журналиста Родиона Кривогорницына. Двухтомное издание, не имеющее аналогов в стране, получило высокую оценку специалистов бокса. Подробнее в сюжете. 4-й по счету Всероссийский форум бокса собрал более 500 делегатов. Это представители всех региональных федераций, титулованные боксеры, тренеры и спортивные функционеры. И вот на таком представительном и масштабном мероприятии наша республика первым из всех регионов страны представила книгу об истории бокса Якутии. Я представил книгу «История бокса Якутии», которая от специалистов, от тренеров, от ветеранов бокса получила высокую оценку, потому что данное издание является первым в России. Подобных изданий в стране нету. Многие поддержали наше начинание. И будем надеяться, что другие регионы тоже последуют нашему примеру. Федерация бокса России ведет большую работу по сохранению истории этого вида единоборства. Руководитель федерации Татьяна Кириенко оказала личное содействие выходу книги в свет и поэтому с интересом ознакомилась с двухтомником. А участники презентации, именитые в прошлом боксеры, специалисты бокса, подчеркнули значимость данного издания. Вот одна из книг, которая вышла, это «История бокса в Якутии», в которой охвачен период с 1956 года, когда наша сборная выступила на Олимпийских играх в Мельбурне, до сегодняшнего времени. Это очень важно, сохранение истории бокса. И одна из, так сказать, книг, которая ляжет в общую историю бокса нашей страны. И Федерация бокса России всячески приветствует выход таких книг. Книга Родиона Кривогорницына «История бокса Якутии» станет одним из основ для создания общей истории бокса России. Звезды советского и российского бокса единодушно приветствовали данное начинание. За бокс Якутии уруй! Власий Сергеев, Владимир Павлов, Серпухов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.